Уже в четвертый раз в Инте в сквере Центральной библиотеки прошел литературно-фольклорный фестиваль «Лов-Якыв. Живое слово». Он стал еще одной доброй традицией приполярной Инты. Мероприятие проходит ежегодно в рамках празднования дня рождения Республики Коми. Думали ли мы, когда библиотека наша выиграла 4 года тому назад народный проект «Лов-Якыв», что это будет не просто проект, а для Инты это станет целый праздник. Сначала мы думали, что в этом празднике будут участвовать только сотрудники библиотеки, но оказалось, что в Инте столько талантов, что теперь уже программа длится целых 2 часа. Это и мастер-классы, это и песни, это и хоровод традиционный, это и наши люди, которые приходят сюда посмотреть и поучаствовать в наших играх и песнях. Поэтому мы всех приглашаем, еще раз поздравляем с Днем Республики. Дорогая наша республика, процветай! Фестиваль проходит благодаря проекту «Народный бюджет» при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми, а также администрации муниципального округа Инта Республики Коми и неравнодушных граждан нашего города. Он соответствует целям и задачам национального проекта «Семья» и направлен на сохранение духовных ценностей коми-культуры и литературы и на поддержку талантливых людей. Программа праздника всегда насыщена и разнообразна. Шуданюма и чеченин джормем баш, выйти важья, подня виню, выйти там дырча котстать, треки боа-боа, баралон там пыщан жан, чужан щитке рожавола, а дичь вытечь донакар. Республика Коми – неповторимый регион России, который славится своей самобытностью, национальным колоритом, уникальным культурно-историческим наследием, природными богатствами и гостеприимными жителями. О родной земле сложено много стихов и песен. Говорить о ней можно бесконечно. Любовь и нежность звучат в стихах и песнях о родном крае. Бессонница меня гнетет, мысль промелькнет, исчезает, и на бумагу не идет, и сон под веки не пускает. На зависть мне Тимоха, кот, давно в объятиях Морфея, без задних лап и без забот, сопит и нос на брюхе греет. Писать нет хуже на заказ. Не получается, хоть тресни из скопища помпезных фраз, какой тут гимн, хотя бы песня. Когда бы отец и сын Дюма над каждой фразой так корпели, едва ли написать тома, на краткий век они успели. Не взять задание на измор и ни к чему тянуть резину. Литературный брак, как ссор, искомканный летит в корзину, проплелся ветхий драндулет, пахнула форточку бензином, игулка кашляя сосед направил стоп к магазину. В окно уныло вполз рассвет, и кот, проснувшись, выгнул спину. Опять зазря мотаешь свет, и кислую состроил. Организаторы фестиваля разработали яркую, насыщенную праздничную программу, где каждый горожанин от мала до велика мог отдохнуть душой и телом, узнать для себя что-то новое и угоститься ароматным чаем с северным разноцветием. Посетители нашего фестиваля угощаем сушками, конфетками, чаем, обычным черным чаем сладеньким и нашим традиционным травяным чаем, в состав которого входят травы нашего города, иван-чай обязательно, мята, черная смородина и клевер. Поэтому всем предлагаем чай, угощаем всех
И приятного всем чаепития. Угощайтесь. И для взрослых, и для детей пазл надо собрать Республику Коми, нашу любимую. Книги в дар для взрослых, для детей бесплатно. И книжечки наши, детские, библиотечные, приложение закачиваешь, смотришь, оживают картинки. То есть, вот такое. Можем аквагримом нарисовать наш флаг Республики Коми. Многие интинцы отмечали, что таких мероприятий должно проводиться как можно больше. Сейчас необходимо популяризировать и возрождать позабытую Коми национальную песенную культуру, обряды, традиции Коми народа, знакомить подрастающее поколение с народными ремеслами и промыслами. Праздником, родная Инта, любимый наш город. Мы всю жизнь прожили в нем. Дети родились. Рады, что хоть бывает поводы так собраться, потому что в городе живем, редко встречаемся. Тут хоть 100 лет не виделись, но можем встретиться, поделиться новостями. Я в том году была, меня пригласили. Очень понравилась ваша развлекательная программа. И в этом году записалась, и теперь к Лене в кружок хожу. Она очень хорошо ведет себя. И развлекательная программа для Инты – это прекрасно. Это прекрасно. Я сюда, а в этом году я уже бежала. Вообще праздники первый раз я так около библиотеки, потому что вечно мы уезжаем куда-нибудь, тем более, если лето, это вообще трудно кого-либо застать всегда на месте. А первый раз так попали, девочки довольны, я с 2 девочками, с детьми пришла, они любят такие мероприятия, чтобы можно было что-то посмотреть, это поучаствовать. А еще и мастер-классы обещают, так что с удовольствием посещаем вообще мероприятия библиотечные, но обычно зимой. Около часа длилась творческая программа на свежем воздухе. Интинцы радовались теплой солнечной погоде, наслаждались музыкальными композициями и подпевали любимые и знакомые песни. Свой родной Коми край мы прославим трудом. Будет счастье у нас в каждом доме. Этой щедрой земле мы сердца отдаем и склоняемся в низком поклоне. Как тебя не любить, наш заснеженный край, ставший домом для нас и судьбою. Не умолкнут вовек, а тебе так и знай, наши песни над Ижмой рекою. Продолжение литературно-фольклорного фестиваля «Лов-Якыв» прошло в здании библиотеки. Во второй части мероприятия для интинцев подготовили также массу интересных развлечений. В конференц-зале проходили розыгрыши призов по номеркам, выданным в начале фестиваля посетителям, показ фильма известного этноблогера и встречи с интинскими поэтами. В выставочном зале и на абонементе разместились 4 мастер-класса: создание кукол-оберегов, винтажных закладок для книг, нейрографика и роспись пряников. Причем каждый собрал свою аудиторию. Детишки с удовольствием рисовали разноцветными кремами на имбирных заготовках, облизывая сладкий крем. Молодежь и люди старшего поколения занимались более кропотливой работой, склеивая картон и пришивая ткани. Фестиваль «Лов-Якыв» еще долго принимал гостей. Это мероприятие объединяет творческие коллективы интинских авторов, мастеров-ремесленников и жителей нашего города.